против Саку. Ребята, опять же, этих ребят уже видели, в общем-то, в предыдущих играх, и смотрим, что они могут изобразить. Опять же, у нас все ПКшники, и Поэтому фраза «пока не скилл» здесь не прокатит, ребят. Пока еще не прокатит. Потом уже на следующих этапах прокатит. Сейчас пока нет. Поэтому, ребята, все ПКшники в одном месте. И, кстати говоря, это грамотное решение, как по мне. Максимально разводить до самого конца, пока это возможно, ПКшников и телефонщиков, но потом уже скилл будет давать свои плоды. Сака против Рей ТВ. Пара тоже интересная для меня, конечно. Ну и Сака я знаю по турнирам. Рей ТВ я не знаю по турнирам, потому что я его видел только, как он на стримах играет. Но, опять же, по игре на стримах очень сложно судить, если ты не трэшер, конечно. По поводу Рей ТВ, это, кстати, его вторая уже битва ютуберов. То есть он до этого в турнирах вообще не участвовал. Это его первый опыт в турнирах. Ну, тем более тогда для Рей ТВ, мне кажется, сейчас ладошки потеют, еще и жарко, я так думаю, у него еще и от волнения ладошки потеют, вот тебе и хедшот, вот тебе и вспотели ладошки. У Рей ТВ взял и хедшот выдал со страху, а может быть и не со страху. Кстати говоря, Рей ТВ хорош. 1-0, повел он в этой битве. Сака, мне кажется, этого не ожидал, поскольку Сака так в наглую шел на Рей ТВ, но Рей ТВ огрызнулся, и получилось очень неплохо. Вак в чат, ребят, это было красиво. Ну, Саку себя чувствовал явно доминатором в том раунде, и все-таки он не играл с Рей ТВ до этого, я так понимаю, что они никогда не сыгрывались, и уж точно не встречались с битвой ютуберов до этого. Да, тем более, что Сака молодой, достаточно ютубер, если говорить о том, когда он начал заниматься ютубом, он не так давно свой канал завел, поэтому, да, они 100% нигде не встречались, особенно если учитывая, что Рей ТВ еще на турнирах не участвовал. Поэтому, да, это для них первый опыт друг с другом, общение друг с другом, назовем это так, вот, но сейчас посмотрим. Посмотрим, что у нас ребята придумают. Рей ТВ сейчас попытается по Сака настреливать, открывается под него. Первый раунд, напомню, Рей ТВ у нас забрал. Сака сейчас пытается Винчестера подловить. Ребята опять же играют стенка на стенку. Здесь никаких проблем нет. Но, кстати говоря, Трэшер-то Фантастика тоже вынудил стенка на стенку играть. Фантастик тогда последнего не хотел, но вариантов-то у него не было. Пришлось все равно юзать стеночки. Ну и то же самое мы видим здесь, но здесь все-таки Рей ТВ и вновь забирает Сака. Как он это сделал вновь? В этот момент я смотрел сейчас за Саку, и это было что-то на уровне вау. Это второй вак. Это второй вак в чат, ребята. Кто не подписан на Рей ТВ, обязательно подпишитесь прямо сейчас. Вбивайте Рей ТВ Free Fire. Он популярный ютубер. Я думаю, что, в принципе, многие подписаны, но тем не менее, если вдруг вы не подписаны, подпишитесь прямо сейчас. Ну, честно говоря, я думал, что Сака-то посильнее будет противник, чем Рей ТВ, но это, опять же, только потому, что Сака я знаю по турнирам. Только поэтому. Но Рей ТВ меня убеждает в обратном, что он-то не так и плох, как могло показаться. Пусть и опыта у него не так много, но, тем не менее, он сейчас доказывает, 2-0 ведет у Сака. Ну, вот это интересно. Посмотрим, как дальше будут развиваться события. Третий раунд у нас идет. Рей ТВ пока... Два красивейших хедшота у нас с вами прописал по Сака. Сака теперь точно, мне кажется, в наглую не пойдет. Но Сака все равно, по-моему, продолжает свою игру сейчас играть, хотя все равно сейчас назад-то попятился. Попятился Сака назад. Дистанцию, да. Да, вот теперь-то он понимает, что нет, спасибо, Рэй, я к тебе не пойду, даже не зови. У Рей ТВ теперь двустволка еще появилась. И, кстати говоря, напомню, что Рей ТВ оба фрага, оба раунда забрал с Desert Eagle, то есть, в общем-то, очень неплохо. Здесь Рей ТВ показывает, что может с этого пистолета отыгрывать. Но я, кстати говоря, это еще в самом начале стрима, еще на первых битвах об этом говорю, что можно очень здорово отыгрывать как раз-таки с этого девайса. Ну, продолжают нас ребята просто по кругу ходить, стенки ставят, они меняются местами. Сначала один постоит у бетонки, потом другой у бетонки постоит. Ну и пока, в общем-то, даже без настрелов друг по другу, пока просто играют, ну, просто стенками друг друга пытаются закрыть. Вот сейчас Сака открывается под Рей ТВ дает дэмэдж по Сака, Сака было больно. Можно попробовать допушить, но не дожимает. Не стал душить дальше Рей ТВ, хотя сейчас пытается дойти, но Сака так немножко захилился. Теперь по Рэю хороший, опять же, дает дэмэдж. Ну и нужно Сака открываться, и Рей ТВ вновь забирает Сака. Что происходит? Голову. Третий раунд уже подряд. Кстати говоря, очень мало у Рэя таких выстрелов, которые идут впустую, в стенку или просто в воздух. Просто третий вак в чат, ребят. Третий вак. Ну, это серьезно. Рей ТВ, 3 вылета. Ну, не 3 вылета, ладно, 3 раунда. 3 раунда забирает хедшотами. Что творит этот парень? Ребята, где он скрывался до этого? Почему он до этого не участвовал в турнирах?
Я лично зову Рей ТВ на свои турниры, у меня ПКшникам можно, поэтому Рей ТВ приходи, ты там точно не проиграешь. Вот я больше чем уверен, команду только собери хорошую, чтобы не в соло тащить. Четвертый раунд и 3-0. К четвертому раунду Рей ТВ ведет сейчас и очень неплохо себя показывает. Прямо скажем, для меня это такое открытие небольшое. И я скажу, что не хуже Трэшера. Добавить немножко скорости Рэю, хотя он и так неплох. И, в общем-то, вот мне бы интересно было посмотреть, если дальше Рей ТВ пройдет, хотя, ну, сейчас все пока к этому идет, как Трэшер против Рей ТВ сыграли бы между собой. Но вот сейчас Сака все-таки Рэя забирает, отвечает хотя бы одной каткой, 3-1, но тем не менее у Рэя ТВ еще преимущество достаточно серьезное над Сака есть, и Сака все равно нужно как-то сейчас исправлять ситуацию, берет винтовку. Может быть, попробует сейчас как Трэшер. Фантастика забирал, ведь по сути Трэшер последние для себя 3 раунда забрал именно с помощью винтовки. Она и зарешала. Ну, тут еще интересная получается такая ситуация. Все-таки есть у нас две дальние пушки у Саку, это Дигл и винтовка, и у него есть Винчестер, с которого придется тащить вблизи именно Рэю. Потому что все-таки дальняя пушка у него только Дигл. Я не думаю, что он с Диглом будет выходить против винтовки. Хотя такие тайминги будет ловить, я так думаю. Ну, Рей ТВ у нас уже несколько раз удивил, поэтому почему бы, собственно, и нет, почему бы еще раз не попробовать. Ну, в принципе, Рей ТВ всегда пытался намного ближе подходить к Сака, он не старался дистанцию какую-то держать, это Сака уже там в каких-то моментах пытался уходить, ну, пока все равно на дистанции держится Рей ТВ, но понимает, да, что против винтовки, против такой, тем более, которая может еще и сквозь стенки пробивать, нет особо какого-то смысла выходить максимально вблизь, поскольку ты просто даже ноускопом можешь дать тычку, и она залетит по тебе, она залетит по телу, и, в общем-то, будет в любом случае неприятно, поэтому я думаю, что здесь что Сака, что Рей ТВ, ну, Сака-то нет смысла дистанцию сейчас рвать, потому что все-таки у него винтовка есть, он может здесь на дальнике поработать, и самое главное, не пустить Рэя к себе близко, поскольку у Рэя-то есть Винчестер, и там, опять же, можно просто забрать одной тычкой. Поэтому пока ребята стараются на дистанции держаться, ну, пока очень осторожничают ребята. Что-то то же самое мы видели на локации починок, когда они тоже вот как раз по кругу там ходили. Вот сейчас ровно то же самое. Они также по кругу ходят туда-сюда, меняются местами и практически без выстрелов. То есть ты правильно говоришь, что Сака, что Рей ТВ, они стараются впустую не стрелять. Тут еще такая интересная ситуация получается. Саку решает все-таки не использовать винтовку, видя, сколько ставится стенок подряд от обоих игроков, поэтому все-таки тут винтовка не так активно должна использоваться. Да, здесь практически шансов нету, что ты прострелишь. Ну и в целом пока непонятно, кто сейчас победит, потому что они, опять же, даже не видят друг друга, они видят только стенки и какие-то силуэты. Но они просто, я говорю, они по кругу ходят. Реально по кругу. Вот они туда-сюда бегают и все, меняются местами. И не более того, ну, потненько. Несмотря на то, что 3-1 счет, но я не скажу, что Рей достаточно просто забирает Сака. Да, это красиво, но это отнюдь не просто. То есть это достаточно все-таки серьезная работа, которую Рей ТВ на протяжении долгого времени, вероятно, делал. Я знаю, почему он не участвовал раньше на битвах ютуберов. Он прям ждал, когда у него прям скиллом. Вот я прям уверен в этом. Сейчас, в общем-то, Рей ТВ его демонстрирует. Может сейчас под Сака открываться. Здесь уже зона. Здесь уже главное за зону. Сейчас не выходить Рей ТВ. Ай-яй, стенки нужно ставить. Сейчас за зону на Сака. Но первый Рей ТВ погибает. Все-таки это 3-2 в пользу Рей ТВ. По-прежнему, но Сака сокращает уже дистанцию. И вот сейчас, мне кажется, Рей ТВ уже чувствует себя не так комфортно, как при счете 3-0. Все-таки было 3-0, и все для Рей ТВ складывалось вообще максимально круто. Он просто шел вперед, просто там где-то даже, может быть, подрасслабился немножко. Но вот сейчас Сака ему напоминает, что Рей, рано ты расслабился, нужно немножко подсобраться тебе сейчас. Хотя, конечно, во многом здесь зарешал рандом. Все-таки, ну, действительно рандом, кто первее от зоны погибнет. Ну, я считаю, что Рэю все-таки нужно играть более агрессивно, нежели как в предыдущем раунде он показывал свою игру. Все-таки ребята держали дистанцию, не видели друг друга и дошли до последней зоны, которая уже просто не оставила им шанса на какой-то отход. И, в общем-то, у нас там уже был, скажем так, не рандом, но что-то уже в этом духе, потому что все-таки погибнуть мог любой.
Да, я полностью с тобой здесь согласен. Нужно Рей ТВ играть все-таки поагрессивнее. Нужно рвать сейчас дистанцию. Видно, что Сака хочет как раз на дистанции играть. Вот сейчас Рей каких красивых хедшоты по Сака прописывает. Но и Сака тоже в ответ не отвечает ничуть не меньшим уроном. Вот сейчас Сака открывался. Чуть побыстрее бы Рей ТВ среагировал, и был бы минус Сака на 100%. Но вот сейчас продолжают. Так огрызнулись друг на друга ребята. Но тем не менее дальше стараются по сейвове отыгрывать. Сака, мы видим, не подходит. Рей ТВ тоже старается не подходить максимально близко, хотя нужно Рэю все-таки это делать и Сака все-таки здесь выбивать. Но пока, как мы видим, все-таки ребята продолжают у нас меняться местами, опять же, немножко по кругу бегают, но у Сака чуть получше позиция, поскольку у Рэя ТВ будет первее зоны сейчас выжимать, поэтому он смещается чуть ближе уже к ангару, будет, скорее всего, сейчас пытаться Сака выцеплять, но Сака где-то за стенками там бегает, Сака тоже сейчас пытается подходить к Рэю ТВ, Рэй ТВ сейчас Сака замечает, Сака не смог ничего сделать, Рэй ТВ, в принципе, тоже, ну и продолжают ребята здесь просто битву стенок уже устраивать. Потно. Все, что могу сказать, это то, что потно. Хотя вот сейчас Рей ТВ неплохо зажимает по Сака. Одна тычка буквально остается по Сака попасть. Ну просто Рей ТВ уже стрельнуть. Просто последняя тычка остается. Сака уже пытается прятаться, потому что он понимает, что у него минимум хп ставит. Сейчас стенки Рей ТВ не дает Сака захилиться. Сака открывается, в спину выходит Рей ТВ к Сака. Сейчас нужно зажимать. Где-то в стенках потерялся у нас Рей ТВ. По Сака вновь дэмэдж пытается дать, не получается. Сака не может никак захилиться, но половина хп у него была. Но Рей ТВ все-таки 4-2. Четвертый раунд у нас с вами за Реем ТВ. Ну и опять же, мы видим сейчас, опять же, у нас выстрелы происходят достаточно редко относительно, в принципе, предыдущих игр. И все-таки ребята, если тратят пули, то в основном в тело или же в голову желательно, конечно же, было бы. Ну, у нас два хороших аимщика. На самом деле, что Сака, что Рей ТВ, ребята, которые здорово им владеют аимом, они очень хорошо дают оттяжки, что один, что другой. Сака, кстати говоря, раньше играл с телефона, сейчас он перешел на ПК, то есть это вот такой редкий случай, когда это произошло, что человек с телефона ушел на ПК. И такое тоже бывает. Такое тоже бывает, почему бы, собственно, и нет. Обычно телефонщики говорят так, что как бы играют с телефоном, но имеют опыт с ПК. Тут как бы да, уже у Саку... Да, вот как бы такое я чаще слышу, чем когда полностью с телефона уходят на ПК. То есть это все-таки редкость. И опять же, сейчас у нас Рейтив, я так понимаю, идет в агрессию, пытается запушить своего оппонента, вылетает в него Саку, но пока не проходит урон ни по кому из них. Саку все-таки держит какую-то нужную дистанцию. Тем временем Рейтив пытается ближе подойти, но опять это у него не получается. Все-таки винтовка от Саку не дает этого ему сделать. Ну и Сака, да, он вновь со своей винтовкой, но Рей ТВ тут же закрывается, по Сака тоже дэмэджа не идет. Но теперь Сака нужно открываться. Ох, какой хороший эйм от Рей ТВ, больше, ну, примерно половину, ладно, где-то снес, чуть поменьше. Видим, что сейчас Рей ТВ опять же пытается открыться под Сака, это не получается сделать. Ну и пока у нас Сака дальше отходит, Рей ТВ его сейчас зоной будет выцеплять, но он спокойно ближе подходит, Сака его никак не отпугивает. Ну, у Сака есть винтовка, но почему он сейчас по Рею не стреляет, когда Рей как раз таки пытается подходить, ну хотя бы попробовать, но кто его знает, может шальная прилетит, там все-таки Рэю куда-нибудь по телу, и уже будет больно, уже будет неприятно, но пока Сака этого не делает, Рей ТВ пытается здесь Винчестера выцепить, Сака закрывается стенкой, Рей ТВ тоже пытается это делать, но достаточно все равно. Вот опять очень плотный раунд, все раунды равные, и, в общем-то, Сака переигрывает в 7-м раунде своего противника, это 4-3, но по-прежнему в пользу Рэя ТВ. Но опять же, непонятно, кто сейчас выиграет. Вы прямо сейчас можете написать в чат, кто, по вашему мнению, может победить и даже с каким счетом. Посмотрим, кто из вас обладает какими-то либо такими, знаете, навыками ясновидения, если это можно сказать так. Ну и, в общем-то, сейчас ребята стартуют уже в 8-м раунде и посмотрим, кто у нас его заберет. Остаются они при том же закупе, разве что остался у нас, точнее, при аналогичном закупе, разве что у нас осталась винтовка у Саку. Да, Сака продолжает со своей винтовкой отыгрывать, старается все равно какой-то скилл именно с этого девайса показать. Ну, где его еще показывать, если не здесь? Повторюсь, больше пока негде его показывать. На рейдовый выходит сейчас Сака, и вот тебе, пожалуйста, 4-4. Ну, все к этому шло, на самом деле, тем интереснее наблюдать. Мне так интереснее, если они до счета 5-5 дойдут. Ну, вот это будет красиво. Красивый хэппи-энд будет для одного из игроков. В любом случае, что Сака, что Рей ТВ отыгрывают очень здорово. Я думаю, что ребята это заслуживают вашего лайка. Обязательно поставьте прямо сейчас лайк. Давайте добьем 9000 лайков. Я думаю, что это вполне возможно. Поэтому, ребята, обязательно лайк поставьте. На канал тоже подпишитесь. Также можете подписаться на каналы Рей ТВ и Сака. И, конечно же, на наши каналы, на канал
Кроноса и на канал Найта. Обязательно, ребята, подписывайтесь, будем всегда вам рады. Девятый раунд, при счете 4-4 начинает у нас с вами Рэй ТВ и Сака. Сейчас закрывает стенками Сака обзор для Рэй ТВ, но вот сейчас Сака, может быть, и разыгрался. Может быть, где-то в начале ему не хватило немножко разогретых пальцев, как мы уже в начале тоже говорили. Вот, пожалуйста, минус Рэй ТВ. 4-5. 4-5 в пользу Сака. Сака разыгрался, Рэй ТВ потерял, видимо, свою игру, и сейчас нужно срочно проснуться Рэй ТВ, У потому меня что сейчас уже такое мнение, что все-таки как-то Сака он не знал, как играть третий, он пытался как-то анализировать его игру и уже под нее, скажем так, адаптироваться, понимать, как нужно играть конкретно против этого противника, ну и, в общем-то, сейчас у него, видимо, это и получается. Вполне возможно, что именно так Сака и сделал. Ну, вообще, в принципе, всегда надо анализировать игру своих противников, но здесь у тебя чуть больше времени. То есть, если до этого было 9 раундов максимум, здесь 11, то есть, как минимум, у тебя немножко времени побольше, чтобы проанализировать игру. Ну и вот вам показатель, что Рэй ТВ вел битву со счетом 3-0, 4-2 также выигрывал, но сейчас 4-5 в пользу Сака, и Сака остается одна победа до выхода дальше. Но было бы интересно посмотреть на 11-й раунд, поэтому сейчас нужно, конечно, Рэю забирать Сака, причем максимально быстро. Ну, можно не обязательно максимально быстро, но чтобы это было красиво. Во всяком случае, поскольку красиво у нас что Сака, что Рэй ТВ играют, здесь не поспоришь. Лайк ребята заслуживают, как я уже и говорил чуть ранее. А Рэй ТВ-то не знает, что сейчас к нему Саку заходит слева, да, он услышал его, Сака у нас промахнулся и, в общем-то, выдал свое местоположение. Теперь Рэй ТВ знает, где он находится и от какой позиции ему лучше играть. Пытается, да, сейчас Сака забрать Рэй ТВ немножко потерялся. Мне так кажется, он все-таки сбил его Сака вот с этого победного пути. Все-таки Сака сейчас переигрывает немножко Рэй ТВ, мне кажется, еще и по эмоционалу немножко здесь Сака чуть более позитивно себя чувствует, все-таки вытащил такие неплохие раунды для себя, когда казалось бы, что Рэй ТВ вроде бы в одну калитку выигрывает, но получается, что нет. Сака пытается сейчас вновь с винтовки настреливать по Рэй ТВ стенками закрывается, но Рэй ТВ, кстати говоря, не дает с винтовки, по-моему, Сака так ни разу и не попал по Рэй ТВ за все эти раунды, то есть Рэй ТВ здорово, вот этой винтовки сейчас скрывается, но очень плохо скрывается от Винчестера, одна тычка остается Рэй ТВ, тут же Алок идет в ход, Хилки не успевает сейчас заюзать, Сака его путает и, в общем-то, в спину забирает Рэй ТВ, 4-6, Сака вытаскивает этот бой, это был действительно камбэк от Сака со счета 3-0 и со счета 4-2 Сака отыгрался, 4-6, Сака идет дальше, но Рэй ТВ хорош, Рэй ТВ все равно огромный респект.